Лучший кабинет ОБЖ в республике среди образовательных учреждений профессионального образования находится в Печорском промышленно-экономическом техникуме. Такое звание уже не в первый раз он получил после участия в традиционном конкурсе. Всего за звание лучшего из лучших боролись 160 образовательных организаций разного уровня из 20 муниципальных образований республики. Северин Арпа передает из Печоры. При входе в кабинет понимаешь, уйдешь отсюда уже не просто со знаниями, но и с практическим опытом. Огнетушители, средства защиты – все отнюдь не музейные экспонаты. Можно не только потрогать и примерить, а досконально изучить, как все работает. Дети любят что? Визуально все, правильно? Чтобы мы все это им показали, дали померить, попробовать, да? Те же огнетушители, мы выходим там, когда проводим вот этот кружок, мы не просто сидим здесь, мы выходим на улицу, иногда тушим, да, как бы условное возгорание. Им это очень нравится, понимаете, это же здорово, когда дети умеют действовать в той или иной ситуации правильно. Тем более у нас ведь многие дети, вы знаете, хотят быть спасателями, идти в МЧС. У нас очень много таких детей, особенно те мальчики, которые ходят ко мне в клуб, они очень им нравится это. И вот поэтому вот как-то с удовольствием занимаются, приходят. И я рада, что они приходят не только после занятий, приходят и на переменах, приходят в неурочное в какое-то время. На базе кабинета уже 6 лет существует и военно-патриотический клуб «Выжить и спасти». В нем занимаются ребята самых разных курсов. Вот, к примеру, Валерия и Ян, первокурсники сестринского дела, стали участниками клуба сразу после поступления в техникум. Я уже не первый год в военно-патриотическом направлении, но больше всего мне нравится строевая подготовка и неполная разборка автомата. Так, Яна, тебе что больше всего нравится? Мне в занятиях всегда больше всего интереснее практика. Потому что как бы теорию я могу и сам изучить, а вот практика – это уже другой вопрос. Мы как бы углубленно изучаем ОБЖ, ну то есть, к примеру, первую медицинскую помощь, вот, действия при чрезвычайных ситуациях, ну и воздействие некоторого оружия. Средства индивидуальной защиты, как их применять? С собой не носите противогазы? У меня дома есть. Наш коллектив очень дружный, мы сплотились с самых первых учебных дней. Оборудование кабинета постоянно пополняется новыми учебными материалами. К примеру, здесь есть манекен, на котором можно отработать навыки оказания первой помощи до приезда скорой при различных типах ранений. Конечно, есть и возможность поработать с оружием. Мы сейчас закупили новый тир, мы закупили, значит, много чего там, на самом деле одежду, форму самое главное. Ну вот, кстати, должна прийти прямо на днях нам форма. Форма очень хорошая, форма для нашего клуба, мы давно это хотели сделать. Сборки, разборки автомата Калашникова приступить. В прошлом году командой педагогов и студентов-волонтеров был создан проект «Честь имею». Он участвовал во всероссийском конкурсе молодежных проектов и получил грантовую поддержку – 270 тысяч рублей. Сейчас мы уже приобрели на эти средства тир пневматический, оргтехнику и обмундирование. Этот центр будет размещаться на базе нашего кабинета ОБЖ, где будут проходить все мероприятия по этому проекту. В рамках реализации этого проекта у нас уже создана нормативно-материальная база, а также проведено анкетирование среди студентов и родителей по созданию этого центра. В планах учебного заведения дальнейшее развитие проекта на базе кабинета ОБЖ. Предполагается и строительство спортивной площадки на территории техникума. Это даст больше возможностей для проведения самых разных мероприятий по укреплению здоровья и подготовке участников военно-патриотического клуба к соревнованиям. Северин Арпа, Дмитрий Ведерников, Роман Боровиков. Печора.